Чита, столица Забайкальского края, располагается в месте слияния двух рек Ингады и Читинки. В городе проживает около 350 тысяч человек. Чита основана в 1653 году землепроходцем Петром Бекетовым. Кстати, Якутск основан этим же человеком. К нему мы еще вернемся. Как многие шотландцы не догадываются о том, что их Эдинбург располагается на потухшем вулкане, так и большинство читинцев не подозревает о том, что их город возведен на древнем потухшем вулкане эпохи Мезозоя. Я вот сегодня ночевал в гостинице «Турист». Она такая советская. В городе проживают, обратите внимание, представители более 100 национальностей. Здесь уважают традиции христиан, буддистов, мусульман, иудаистов и представителей других конфессий. Суровые читинские граффити. Я бы сказал, даже сатанистические. В Чите есть много достопримечательных мест. К примеру, на Театральной площади в 2008 году был установлен памятник землепроходцу Петру Бекетову. В Якутске тоже имеется памятник, посвященный этому путешественнику. Открытие монумента состоялось годом ранее. СМИ пишут, что набережная была переполнена празднично настроенными людьми. Но я слышал, что определенный процент местных жителей предпочитает обходить его стороной. Скажите, так ли это на самом деле? На днях прочел книгу писателя по имени Михаил Кречмар «История покорения земель и народов сибирских». Написано, конечно, красиво, однако некоторые рисунки просто ввергли меня в шок. Сразу же захотелось узнать, как коренные народы Забайкальского края относятся к вышеупомянутому воеводе, исследователю Сибири. Расскажи, как тебя зовут? Таня, классно. Средняя январская температура в Чите всего лишь минус 28 градусов. Теплынь. Москвич, услышав это, скорее всего содрогнется. Но если смотреть с моей колокольни, то зима тут достаточно теплая. Действительно, на окраине много неблагополучных домов, в которых отсутствует система водоснабжения и канализации. Но в целом этот город мне показался очень красивым и развитым, ведь тут действует целый ряд известных вузов, колледжей и профтехучилищ. В центре по-любому чисто, по улицам ходят троллейбусы. Здесь отдыхает местная молодежь. Да. Помимо Транссибирской магистрали, через Читу проходят две федеральные дороги, а из аэропорта можно отправиться в любой российский мегаполис, в Китай и в Таиланд. О, какое лицо приятное. Ой, какое приятное лицо. Ой, я боюсь, от тебя лишаем заразиться. Я тоже боюсь. Так перчатки же есть. Ой, кыс-кыс. Иди сюда. Бобик, Тузик. Это не Бобик, это Шазан. В Забайкальском крае расположены крупнейшие месторождения урана и других полезных ископаемых, таких как молибден, золото, медь, тантал, олово и так далее. На протяжении всего путешествия мне открывались прекрасные места с добрыми и приветливыми людьми. Две светлые школьницы согласились абсолютно безвозмездно провести экскурсию по Чите, за что я им очень благодарен. Если видео понравилось, ставьте лайки. Следующий влог будет про соседнюю республику Бурятия. Если вы не хотите пропустить этот ролик, подписывайтесь на канал. С вами Кокраш. Мир, до связи.